Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем работу нашей конференции. И сегодня у нас в пленарных диалогах наш почетный гость, очень известный человек в России и за рубежом, академик Российской академии наук Роберт Искандерович Нигматуллин, автор множества трудов по математике, по экономике. Человек, который разбирается не только в каких-то узких сферах, но и очень широко философски рассуждает о бытии, о стране, о людях. И, разумеется, сегодняшняя наша тема – генезис цивилизации, язык, культура, человека, общество в 21 веке. Интересно Роберту Искандеровичу, разумеется, сказать, по той причине, что он является одним из самых непосредственных участников создания стратегий, видения развития России, человек, который консультировал и консультирует правительство Российской Федерации. И в этой связи хочу задать свой первый вопрос Роберту Искандеровичу, который касается того термина, который вы ввели не так давно в ваших трудах, это так называемая знаниевая экономика или экономика знаний. Вот если предположить, Роберт Искандерович, что цивилизация является рукотворным творением, то есть некоторым сводом правил, принципов, ценностей, условий, которые человек создает для комфортного существования, сосуществования, может быть, даже вместе некоторых народов. Ведь если говорить о культурах, предположим, она касается какого-то одного отдельно взятого народа, а цивилизация может покрывать множество народов, нивелируя различные культурные особенности. Вот с вашей точки зрения, не настала ли сейчас пора изменить формулу цивилизации в связи с тем, что люди поменялись, отношение людей поменялось к ценностям? И не кажется ли вам, что экономику страны и образование страны, и вообще, общественные отношения придется пересматривать в новом контексте и придумать новую формулу, которая, возможно, будет работать и действовать на протяжении грядущих 50 или, может быть, даже 100 лет? Потому что нынешняя конфигурация общества, цивилизационное пространство, в котором мы живем, все-таки оно было заложено достаточно давно. И в каком-то смысле мы так плавно перетекли из XIX века, эпоха Возрождения, Просвещения. И вот мы как-то сохранили сильные стороны того цивилизационного устройства, и все еще, старое поколение, по крайней мере, продолжает жить по этим условиям. Вот вопрос об устройстве цивилизации через знания, через технологию, через систему образования на сегодняшний день волнует всех. И мне кажется, что даже высшие учебные заведения часто сейчас не понимают, они находятся в растерянности о том, касательно того, как же все-таки воспитывать нынешнее молодое поколение, потому что какие-то ценностные ориентиры ушли. И люди продолжают по старинке преподавать, но молодежь уже не слышит этих вещей. И даже если делать вид, что слышит, но не понимает, и в жизнь свою не внедряет. В общем, вот этот широкий спектр вопросов, который я вам задал, наверняка он относится к сфере той, которую вы достаточно подробно рассматривали, изучали, о чем думали. Может быть, поделитесь с нами своими мыслями. Во-первых, экономика знаний – это уже не я придумал. Это сразу знаниевая экономика, экономика знаний. Хотя я, в общем, об этом, конечно, размышляю. Второе. Жизнь убыстрилась. Если, допустим, сотни лет тому назад нововведения, они очень медленно, в масштабах столетий были, да, то сейчас в масштабах десятилетий. Вот сейчас, видите, везде говорят искусственный интеллект. И многие из нас, мы не знаем, как это все будет, с нами что будет. Поэтому, конечно, нужно, в общем, все время пересматривать. То есть и раньше пересматривали, но сейчас приходится чаще это делать. Основная проблема, я лично считаю, что для нашего человечества, это то, что человечество увлеклось потреблением. Технологии такие высокие, что многие люди потребляют столько, что, допустим, с 50 лет тому назад это было недостижимо. И в результате становится так, а нужно ли мучить детей учиться? Ведь это же нервы. Я помню, как я учился, порой бывало тяжеловато, непонятно, или не хочется, ведь мы еще и ленивые. Все крупные страны, и мы в том числе, пошли за ними, мы не учим детей. У нас образование стало примитивным. Что-то детей загружают, какие-то картинки рисовать, песни петь, что-то еще такое.
А суть-то, основы знаний нужно понимать, нужно основу математики, физики, химии, биологии, языка, своей родной культуры, языка. Вот это все нужно делать. Наша страна еще, вот беда, помимо всего, стала, мы стали одноязычными. Ведь 50-60 лет тому назад у нас значительная часть нашего народа, ну 20-30% были двуязычными, два родных языка. Родной этнический язык и русский язык, конечно, да. Ну, английский язык проникает к нам, но это же какие-то проценты, там процентов 5-7, по-моему, английским языком могут действительно владеть, в рабочем, как рабочим языком владеть, да. Одноязычие, оно делает человека примитивным. Вот это тоже везде. Америка вся одноязычная. Большие страны, а зачем? Все знают английский язык и так далее. И все империи разрушались, мне кажется, от того, что она слишком становилась большая, огромное количество преимуществ. Она становилась одноязычной, мозг примитивный становился. И они постепенно деградировали, умственно, интеллектуально деградировали и теряли все свои империи. Арабский, там, и турский халифат, сотни жен там держали, какой-то ерундой занимались. И сейчас то же самое. Меняем пол где-то. Слава богу, мы этим не занимаемся. Но ведь мы всегда смотрели на Америку, на Европу. А смотрите, что она творит. Это вот тоже и общественное сознание. Ну вот мы сейчас воюем с Украиной. Да? Ну, те другие страны должны были бы нас мирить как-то. Ну как-то давайте, ну мы то. Нет, они, значит, одной стороне поставляют оружие. Да? Это вот такая вот примитивизация, она везде идет. А это все идет из основная причина. Плохо детей учим в школе. Человек вырастает, а он примитивный. Вот. Начинает защищать свой язык в каких-то отдельных странах тем, что запрещает другой язык, например, да, или затрудняет его использование. Вот это примитивизация, облегчение образования, стремление к одноязычию, вот такому, она вот делает нашу страну, и нашу страну тоже, всю европейскую, мы же часть европейской цивилизации. Она это делает ее примитивной. Смотрите, уже идут китайцы, как следует, они сильно работают. Конечно, они работают за счет дешевого труда, понятно, но они все достижения европейской цивилизации, технологий и так далее у себя используют и становятся самой мощной экономической державой. Конечно, через труд, конечно, через усилия, лишения, но будущее видится за ними, а не за Европой. Ну вот интересно, вот в связи с тем, что вы говорили, сказать, вы сделали упор на языке, мне кажется... В частности, тоже, да, потому что второй, как родной, вот английский для меня не родной, но я на английском могу выступить, ну, я читаю лекции и так далее. Но когда я смотрю фильм или спектакль какой-нибудь по-английски, я должен напрягаться. Это другая сфера. А вот на татарском языке, своем родном языке, я раза 2, 3, 4 выступал публично как-то. Он в основном для меня такой домашний, стихи и так далее. Вот. Но когда я смотрю спектакль, мне не надо напрягаться. А лекцию я не смогу прочесть. Да? Но он для меня родной, он совершенно другой. У меня мозг так переключается с одного. Получается, что язык функционально... Я иногда даже так говорю, смелость на себя беру. Вот у нас в академии есть там, ну вот одна татарка. Когда подходю, она же общественные науки, она юрист. Я подхожу и говорю: Талия Ярловна, мы же с вами умнее этих академиков. У нас 2 родных языка. Это огромное развитие мозга, творчество. Поэтому я всегда с завистью смотрю, есть же люди, которые знают несколько языков, их используют, переходят с одного на другой. И эти люди, которые многоязычные, они, конечно, гораздо умнее. А сегодняшнее поколение, например, сказать, в Европе в том числе, бывают люди, которые с детства знают 3-4 языка, просто с детства. Вот я это с завистью смотрю на этих, да. Вот это, конечно, если... Вот малые страны, Голландия, там Бельгия, вот и все, вот эти вот Дания, они все, конечно, все знают еще и английский язык, наверное, и немецкий знают и так далее, да. В этом смысле, да. Но я сейчас говорю о своей России. У нас такое впечатление, ну, у нас определяющая, конечно, русская культура, русский народ, русский мысль. А зачем? А зачем? Ну, и потом еще, черт его знает, будет какой-то национализм, там еще какие-то экстремисты. По моим наблюдениям, самые экстремисты, вот в таких срединах, это те, кто не владеет толком родным языком.
Конечно, потому что человек, ну, мне кажется, что у него может смещаться парадигма когнитивная. Он может изучать мир, условно говоря, по-русски, по-татарски, по-аварски, по-якутски. Ведь знаете, вот маленький пример приведу вот в подтверждение того, что вы говорили. Я услышал как-то раз от одного киргиза две фразы. Сначала я спросил его, вот как будет по-киргизски фраза «давай обсудим что-то между собой». И когда он мне сказал, оказалось, что слова «обсудим» там нет вообще в киргизском языке. Там «ортага салыш керек», «ортого салыш керек». То есть получается, что в киргизском мышлении для того, чтобы что-то обсудить, нужно положить вопрос посередине. Между тобой и мной. Да, получается, что это в их представлении. Или, допустим, вот фраза другая, тоже очень любопытная, она предопределяет культуру этого народа. «Иди за этим человеком в школу», например. Они используют вместо предлога «за» используют слово «эрчип». То есть каким образом? Но слово «эрчип» происходит от слова «седло». Значит, предполагается, что чтобы отправиться за кем-то, ты должен оседлать лошадь, привязать эту лошадь за кем-то и за кем-то двинуться. Это определенная картина мира. И мне кажется, что мы таких вот нюансов когнитивных можем найти там... Ну да, конечно, да. Поэтому и мозг, значит, у тебя часть мозга, ведь мозг очень такая структура, которая может много чего знать. Вот по части языка. Есть же люди, которые много языков знают. Конечно, многие языки же, которые вот мы учим, они друг друга, в общем, ну, близки. Это испанский, итальянский, там, романский, румынский и так далее. Или, вот. Но, тем не менее. И потом влияние, конечно. Вот, мой учитель, Халил Ахмедович, математик тоже, мой учитель, он говорил, он сам из Узбекистана, выходец. Ну, нет, в Киргизии родился, кстати. И кто он? Киргиз, узбек, там, татар. Трудно было. Мать татарка. Отец у него погиб, когда он еще в детстве был и так далее. Он говорил, каждый человек должен знать как минимум 2 языка. На одном стихи это для работы, а на втором писать стихи. А как бы вы определили понятие «цивилизованный человек» в этом контексте? Кто такой, кого можно назвать цивилизованным человеком? Человек, который владеет технологиями, человек, который говорит на множестве языков, человек, который умеет хорошо общаться и находить точки соприкосновения с представителями множества разных народов, национальностей. Ведь мы же в конечном счете в системе образования воспитываем цивилизованного человека. Поэтому ну, да, вопрос, что это такое? Но все-таки, когда мы говорим цивилизованный человек, это который культурный. Ну и, конечно, он обладает своей профессией, профессиональными знаниями. Ну и, конечно, еще бы неплохо, чтобы он при этом был более широкий взгляд на мир, чем только своя специальность, своя наука. Вот это очень важно. Бывает ведь даже не скажешь, вот мою бабушку, я вспоминаю свою бабушку. Ну, я ее видел последний раз, когда мне было 10 лет. Вот. Но все-таки я бы ее назвал цивилизованной. Хотя она, в общем-то, такой интеллектуальной работой никогда не занималась, домашней, воспитывала детей. Вот. Это очень такое расплывчатое понятие, цивилизованный человек. Но одно из главных отрицаний, что человек не цивилизованный, если он начинает вот эти насилия. Радикализм. Вот это радикализм, насилие какое-то вот, и так далее. Вот это уже начинается. То есть, по-видимому, цивилизованный человек – это человек, который умеет договариваться в обществе. Ну, конечно, он должен. Это одна из частей цивилизованного человека, уметь договариваться. Вот. Ну, вот то, что я сказал, культурный. Таким образом, получается… Культурный. Да, то, что вы сказали в начале о языках. Получается, что это один из основных столпов будущего цивилизованного человека, поскольку если человек говорит на множестве языков, то, безусловно, он знает культуру этих языков и умеет договориться с людьми, говорящими на разных языках. А если вы поедете, например, в Дагестан, там же, не меньше 14, говорят, даже 40. Да. Но, наверное, они многие исчезают, эти все языки ежегодно исчезают, значительные. То есть умирают люди, которые на этом языке разговаривают. Или сокращается, потому что переходят в большую нацию или там большой язык и называют. Ну, сейчас вот, например, вот я в одной статье писал, что значительная часть татар-башкир не смогут даже в любви объясниться на своем родном языке. И это кому нужно? Вот спрашивается, кому нужно? И в этом смысле вот национальной школы, я сколько раз говорил, вот и там, и в Казани, и в Башкирии, что
вот этот ЕГЭ, который ввели, я не против ЕГЭ, кстати. Вот сразу вам скажу. Только ЕГЭ должно быть другое. ЕГЭ должно быть оно простые вопросы. То есть, чтобы узнать, что минимум человек это знает. Потому что бывали же случаи, человек приезжает откуда-нибудь, у него пятерки по русскому языку, а потом, оказывается, он ничего не знает. Да? Вот это только чтобы выровнять вот это. А вообще основной экзамен должен быть в школе. Аттестат зрелости сдаешь, там же сдаешь комиссии определенной, там несколько человек. Вот это должно быть. А это должно вот выравнивание, и все. Так вот, когда ввели ЕГЭ, а сейчас ЕГЭ даже настолько сложный, что нужно репетиторов брать из ЕГЭ, то есть школа не справляется даже с этим, то родители боятся, что вот их дети, если национальной школы будут учиться, то они не смогут сдать как следует по русскому языку и будут ущербные. А опыт мой показывает, что если человек кончил национальную школу, я сколько таких людей знаю, а потом же он все равно живет в русской культуре, в русской среде, русская специальность, вся наша жизнь по-русски идет, да, вот, то в 10 классе он уступает по знанию, к 30 годам он становится лучше, чем русские. Его русский становится лучше, чем у русских. Конечно. И это очень важно. Потому что он изучает. Вот этого понимания нету. Вообще у русской интеллигенции этого понимания, как правило, у большой нации этого понимания нет. Потому что зачем? Ну что? Мы на заводе будем башкирский или татарский или чувашский какой-то язык? Да нет, конечно. Это не для этого нужно, не для технологий нужно. А я говорю, что если есть возможность у тебя, вот, родственники какие-то, чувашский, старайся говорить и по-чувашски. Вот это важно. Хотя я далек от вообще чувашских интересов и так далее. Я бы сказал так, что, скорее всего, каждый, во-первых, языки действительно Это вот, между прочим, кстати, это ведь и есть часть терпимости. Но это не только терпимость. Это только терпимость, это часть вот этого взгляда более широкого, которого всегда не хватает большим народам. Всегда. Может быть, знаете, Рубин Искандерович, учитывая то, что цивилизации развиваются неравномерно, Да. и какие-то народы, которые были, так сказать, впереди планеты всей по своим цивилизационным достижениям, они потом могут как-то усыхать. Усыхают. Да, исчезать. Ну, например, маленький пример приведу, но он очень показательный. Вот Советский Союз просуществовал меньше 100 лет, 70 лет. И то какая трагедия для народа. А вот если я вам скажу и спрошу, как вы думаете, сколько лет существовал арабский халифат в Испании? Так 800 лет. 800. Это не 70 лет, это 800. Ну и теперь... Это вечность, как бы. Ну да. Почти вечность. Да, и ты думаешь, условно говоря, если сейчас приехать в Испанию, учитывая, что там 800 лет арабского влияния, халифат, мусульманство, и ты понимаешь, что ничего этого практически не сохранилось. Практически не сохранилось. А ведь это 800 лет, это, не одномоментная вещь. И мне кажется, что у каждой большой цивилизации, которая охватывает большое количество территорий, народов, культур разных, всегда есть желание распространить свою систему на всю планету. Ну да. Есть такое желание, всем начать диктовать. Да, диктовать, проявлять насилие. Да, это заблуждение, потому что ни одна цивилизация не существует вечно. Они идут на подъем, потом как-то сходят, на арену выходят другие цивилизации. И мне кажется, что, конечно, это связано отчасти и с технологическими какими-то прорывами, и литературными прорывами, культурными прорывами. Все связано со всеми этими вещами. И любопытно, что каждый язык представляет из себя такую мини-схему когнитивную существования людей, среди других народов и так далее. Поэтому, когда языки исчезают, мы, конечно, переживаем по этому поводу. Не потому, что просто язык исчезает, а исчезает какая-то цивилизация, исчезает какой-то коммуникативный срез, которого раньше не было. Ведь мы же не знаем на самом-то деле, какой коммуникативный срез цивилизационный является лучшим. Аварский или татарский, или башкирский, или киргизский, какой угодно, условно говоря, какой угодно может быть. Мы просто, оказываемся ослеплены в течение некоторого времени этим цивилизационным взлетом. Такая звезда загорается яркая, и все считают, что это вечно. И это не вечно, как говорил Соломон, ничто не вечно, то, что было, и то, что есть, и было раньше в веках. Вот с вашей точки зрения,
Вот Россия, которая на сегодняшний день является средоточием такого количества народов, культур, языков, мне кажется, что она может, так сказать, считаться в каком-то смысле такой фабрикой новых цивилизаций, где можно черпать определенные взгляды, определенные отношения к себе, к людям, к обществу, к языку. Вот с вашей точки зрения, может быть, нам это нужно как-то особым образом учитывать в нашей системе образования и именно отсюда черпать какую-то дополнительную силу, которая поможет нам лучше и эффективнее выживать в этом новом мире, который такой, ну, как бы получается, он такой не стереотип, но он такой мономир. Все говорят на одном языке, язык науки английский, знаешь английский, казалось бы, ничего другого тебе и не нужно. Вот. А мы в этом смысле живем в таком очень богатом пространстве, где потенциально может быть много цивилизаций. Да, мы живем в таком правильном пространстве, но последние годы, особенно последние годы, мы это теряем. Теряем многоязычие, я вам сказал, да, однообразие. Но сейчас самая еще основная наша проблема заключается в том, что мы теряем образование. Кстати, вот, я вот помню даже по Уфе. Еще в 1971 году я туда приехал, у меня докторская диссертация, я автореферат привез там одному уважаемому человеку. И я вот сейчас вспоминаю, почти все ректоры, кроме медицинского института, были все кандидатами наук. Да, да. Но это люди были другого уровня, они стремились сделать кандидатскую диссертацию. И они каждого доктора наук старались привлечь из других городов, из столиц, например, и так далее. То есть это понимали, что следующую ступень нужно осваивать вот в этой научной технологии. Сейчас нет. А зачем? Ну и потом вообще сейчас ректора большинства вузов перестали быть лидерами. Это обыкновенные менеджеры. А что там вузам? Какой крупный менеджмент нужен, что ли? Да нет. Нужно дать возможность профессорам работать, создавать курсы свои, читать лекции. Давать им развиваться. Вот вся функция. Может быть, это связано? И это очень опасно. Да, да. И это вот эта сфера деятельности, которая поддерживает цивилизацию, перешла в руки так называемых менеджеров. Так, может быть, это связано в первую очередь с тем, что если раньше прерогатива разработки новых моделей существования общества была все-таки в руках человека и ученых, серьезных научных институтов, то с развитием технологий, автоматизации процессов все чаще, потихонечку, шаг за шагом, это все переходит в область, так сказать, менеджеров. Не только в область машин. Машины начинают активнее. Конечно. Ну, ради бога, я этого не боюсь. Конечно, калькулятор мгновенно пятизначный на пятизначный, это ради бога. Нет проблем с этим делом. Но просто сейчас приоритет отдан так называемым менеджерам. Иногда некоторые говорят манагеры, ну просто совсем озлобленные ко всей этой сфере. Да. Это действительно так. Но нельзя руководить той сферой, в которой ты не являешься одним из лидеров. Конечно. Вот это должно быть. Вот этого у нас не понимают. Это очень опасно. Мы деградируем, у нас от этого деградирует молодежь. Образование деградирует. А как вы считаете, Рудольф Скандарович, можно ли цивилизацию как систему измерить математикой? Ну, уровень математического образования – это один из показателей. Не единственный, много их пока, но уровень знаний математики, особенно в средних школах, уровень преподавания математики, он, в общем-то, у людей, в общем, есть. Все должны узнать, что синус 30 градусов 1/2. Ну, вот он может забыть, конечно, но все-таки, в конце концов, он это вспомнит. Ну, это примитивнейший маленький пример. Ну и все, и вообще человек должен знать и основу биологии современной, биологических концепций и так далее. Он должен знать свою культуру, язык, литературу. Ну, конечно, и чужую, другую литературу, тоже все это. То есть предела нет развитию, но есть определенный минимум. Знаете, вот сдаешь кандидатский минимум, Да. Условно это названо. Есть определенный минимум. Как говорится, сказать, объем науки измеряется объемом математики в той или иной сфере. Да? Сказать, есть такое мнение. Такое есть, да. Условно говорим, да, что, как кто-то сказал, что
уровень науки определяется, ну, науки о природе, конечно, Да, науки да. о природе, насколько в ней что-то действует математика. Математика, да. Насколько В математика. этом смысле, сказать, ну, с учетом... Но это полные знания она дает, потому что не везде можно математически все это дело осознать. Это не нужно так до конца, буквально экстремистски это понимать. Но когда переходит в разряд математики какие-то разделы, это внушает надежду, но не всегда она оправдывается. Потому что, так сказать, в особенности у нас сегодня, если, так сказать, говорить, что человечество все время колеблется между рационализацией и мифологизацией, то, с одной стороны, он пытается либо все объяснить и разложить по полочкам, и объяснить логические связи всего, что происходит вокруг. Но если мы возьмем квантовую физику, например, там многие вещи невозможно логически объяснить. Как квантовую запутанность, например, невозможно объяснить просто, так сказать, логически. Суперпозицию очень трудно объяснить, так сказать, рационализацией. Поэтому человечество привыкло в тех случаях, когда невозможно рационально что-то объяснить, мифологизировать, так сказать, процесс, придавая ему какую-то мистическую сущность, которая, ну, она мистическая в том смысле, что человеку, так сказать, непонятно, он не может в этом разобраться. Вот как вам кажется, вот по-настоящему там, вот, идеальное цивилизованное общество, оно должно быть скорее рациональным, или в нем должно оставаться вот эта вот какая-то часть там, условно религиозного, мифического, сказать, непонятного, сказать, ему, то, что заставляет людей писать стихи, картины, сказать, додумать то, чего нет, сказать, фантастические какие-то вещи. Ну, это гармония, конечно, должна быть. Конечно, и то должно быть. Но только каждый ученый, даже, который вот рациональный, он должен понимать, что есть вещи, которые никогда люди не поймут. Никогда. Ну, это микроструктуру электрона там, или ядра, ну, невозможно. Никаких инструментариев не будет. Это все. И поэтому вот это, вы сказали, квантовая механика, они не... Ну, понимаете, она сразу необычная. Но когда человек этим занимается, для него она становится, в общем, достаточно привычной. Но квантовая механика отражает то, что в этих масштабах мы не можем проводить детальнейшие измерения. Они вот вероятностный характер носят и так далее. И поэтому вот эти вот законы микромасштабов, атомных масштабах и так далее, ну, 10 минус 8 там, сантиметр, будем так говорить, или 10 минус 10, ну, меньше, чем нанометры. Вот там уже начинает квантовый. Но люди, специалисты, разбираются в этом деле. Но будут еще гораздо меньше, никогда не поймешь. Поэтому всегда останется за человеком понятие вера. Один верит в одно, другой верит в другое, и мы друг другу никогда не докажем. Существование Бога вы никому не докажете. Вы будете верить, другой не верит. Вот и все. Ну и надо с этим существовать и жить нормально. Ну, знаете, такие, люди разные. Ну вот мне интересно, если мы возьмем, предположим, 19 век, и в Европе, и в России, возьмем 20 век и 21 век, и посмотрим на то, как развивалась литература, например. Литература, просвещение, поэзия, живопись и так далее. Мы поймем, что литература в 19 веке, и да и в 20 веке была средством освоения действительности. То есть писатели пытались через литературу искать ответы на вопросы. Они были искателями. И каждое произведение, которое было написано и в эпоху Просвещения, и Возрождения, и позже, это был, читая это произведение, ты становился там соискателем вместе с писателем. Тебе было интересно это делать, потому что эти ответы не получали, никаких ответов не было. Приходилось каким-то образом додумывать. И вот мы приходим в 21 век, мы понимаем, что искать ответы на такие сложные, непонятные вопросы стало как бы не модно, а модно стало технологизировать все вокруг, модно стало искать способы автоматизации жизни, и литература как-то немножечко свяла. То есть она, конечно, существует, безусловно, но по сравнению с тем мощным расцветом, который мы наблюдали там в 19 веке, в особенности в конце 19 века, во всем мире, на самом деле, и в Европе, и в России, и в 20 веке, значительную ее часть. Но в 21 веке литература уже не имеет такой силы, такого влияния, такого магнетизма,
которая существовала, она в тот период времени. Что же нам делать-то? Ведь если мы потеряем литературу как средство освоения мира, человека и действительности, мне кажется, что мы потеряем человека. Потому что человек — это существо все-таки размышляющее, ищущее. А если все ответы получены, то это уже не человек, а животное. Он становится потребителем и перестает быть мыслителем. Ну да, это опять начинается со школы. Где наша литература, мы знаем, они все в школе сформировались. Вот поэтому нас заставляли учить стихи, большие стихи, прозу. Вот из Толстого нам в 9 классе там страницу прозы нужно было заучить по твоему выбору. Это ведь кажется начетничество, а на самом деле нет. Вот я 8 класс, помню, изучаем Евгения Онегина, да, «Любовь Татьяны Онегина». Мне было страшно неудобно. Ну, какой я мальчик был еще совсем это все. Но это остается же потом. Это потом остается. Вообще все формируется в этом смысле предпочтения, все школы. Потом вспоминаешь уже вот это все, которое казалось тебе, неприятно было, и даже не хотелось это и так далее. Поэтому вот опять начинается, знаете, в каком-то смысле образование нуждается и в насилии в некотором. Заставлять надо учить народ, потому что мы ленивые. Ведь это почему еще очень важно. Ну вот я говорю, вот допустим, идем голосовать. Мой голос равен голосу малограмотного человека. Это неправильно. Конечно. Неправильные решения будут делаться. Поэтому в этом смысле люди, которые, в общем, а он же будет потом голосовать, поэтому его для того, чтобы его надо заставить как следует. Все в меру, конечно, поймите, в меру. Но нужны механизмы вот эти вот такие, чтобы вынуждали человека максимально по своим возможностям. Они же и с возрастом меняются. Все-таки нужно людей учить. Народ надо заставлять учиться. Вот эта теорема очень важная. И это потом он поймет, что как правильно это делали. А вот мне интересно, Рустем Искандерович, вы на протяжении многих лет возглавляли Институт океанологии. Да, и до сих пор там работаю. Вот Да. я уже пришел в 2006 году, 18 лет. Вот, 10 лет был директором, вот уже, представляете, 8 лет будет скоро я. Я знаю, что у вас арктические экспедиции были неоднократно. С вашей точки зрения, Арктика — это новое пространство цивилизации? Конечно, да. Мы же даже хотим на Марс летать. На Марс я не хочу лететь. Это бессмысленно, на мой взгляд. Но на Луну бы я полетел. На Луну бы я обязательно слетел, даже в своем возрасте. Поэтому Арктика — это Антарктика особенно, это крайние условия, где жизнь. А сейчас вообще, ведь везде там есть жизнь. Везде она есть. Микроорганизмы и прочее, прочее. А сейчас даже мне один академик Зеленый говорил, что собирается на Венеру экспедицию нашу, в смысле аппарат поставить, и надеются найти жизнь. Не только в атмосфере, в верхних слоях, где температуры приличные, но даже на поверхности. Очень трудно посадить аппарат на Венеру. Тем не менее, он несколько часов там будет работать. Будет работать? Будет работать. То есть сделают такой аппарат 500 градусов. И он там несколько часов. То есть температуры огромные. Да, сумеет поверхность, анализы сделать и передать. И так далее. То есть это все чрезвычайно важно. Нужно это, не нужно, для практики мы сейчас сказать не можем. Я вряд ли думаю, что мы будем планировать жить где-то на Венере, там на Марсе. Это абсолютно нет. Давайте жить нормально на Земле. И Земля может обеспечить даже большее население, чем мы сейчас имеем. А оно сейчас затормозится, рост населения. Поэтому не в этом дело. Нужно, чтобы тот народ, который перейдет уже к середине 21 века, будет уже определять. Он был, конечно, поумнее, помилосерднее и более широких взглядов. Это бы очень хотелось. Хотя сейчас я вижу массу условий, когда он будет деградировать. Народ будет деградировать. И, может быть, тогда действительно все-таки сменится и на китайскую цивилизацию. Китай будет определять. Мне кажется, что, вы знаете, Потому что он учит людей, заставляет учиться. Там тоже все-таки же почти 1,4 миллиарда людей. Индия то же самое, да. В Америке же огромное количество ученых из Индии, из Китая. Да, это так. Они приезжают со средним образованием, которое там получили, и даже высшим образованием, и потом здесь доводятся и становятся ведущими специалистами. И сейчас все Китай будет меньше и меньше нуждаться
в европейских достижениях, сам будет их получать. И, может быть, перейдет туда. Но мне, например, лично очень жалко будет, что мы, российская цивилизация, русская цивилизация, раньше времени, раньше своего потенциала, из-за вот таких вот разрушающих атмосферы, которая сейчас у нас сложилась в области образования и отношения к науке и культуре, мы потеряем ее. Каждый человек... Вот, все умирают, но медицина старается продлить нашу жизнь. Так и цивилизация, народ, этнос. Все умрут. Этнос не вечен. Любой этнос не вечен. Вечен этнический процесс перемешивания, только он проходит часто в крупных масштабах времен. А по России мы видим, сейчас десятилетиями происходят эти перемешивания. Сейчас все больше и больше Ахмета Ивановича, Ивана Ахметовича будет. Это нормальный процесс. Процесс ненормальный, когда теряются, когда Ахмет Иванович или Иван Ахметович, он становится только русским. А нужно, чтобы у него сохранялись знания. Вот это проблема. Примитивизация, перемешивание не должно приводить к примитивизации. А она у нас примитивизация преобладает. Ну вот с вашей точки зрения, может ли наука на сегодняшний день, какая-то ее отрасль, подсказать, какой сферой заняться, чтобы сохранять цивилизацию? То есть, ну, может быть... Понимаете, да, я понимаю ваш вопрос, даже прерываю. Понимаете, что значит наука? Могут некоторые отдельные люди только сказать, обладающие широтой взгляда профессионал в одной сфере. Человек профессионал по-настоящему в одной некой сфере. Но из этого он должен делать и более общие выводы. Понимаете, широкий взгляд должен быть, широкий взгляд. И мы этих людей вспоминаем, этих широких взглядов людей, которые были. Вот Менделеев, например. Его привыкли считать только химиком. Он экономист. Совершенно верно. Он писал даже работы по экономике. Он работал по физике. Он руководил палатой меры весов. Он как физик был еще очень интересным человеком. Но, конечно, такие гении рождаются очень редко. Они очень малы. Мало их бывает. И, кстати, не был избран академиком, был только членом-корреспондентом. Вот какая была среда в его время. Да. Кстати, мне как-то говорили, его обвиняли, что он был антисемит. И я абсолютно в это не верю. Вот я знаю некоторых людей, которые считают антисемитами. Они таковыми не являются. Но просто он ко всем требовательный. Ведь всегда, когда малые народы, начинается местечковость, помочь этому и так далее. Никуда от этого не денешься. Я тоже, вот, если ко мне татарин обращается, старается обязательно ему помочь. Вот. И тут ничего не сделаешь, да. Но они требовательные люди были, и Менделеев, и вот все так часто требовательные. И вот эта требовательность, они часто выдаются, что ты против какой-то нации. Это не так. То есть, получается, нужно воспитывать индивидуумов. То есть, так сказать, и есть надежда, что тот или иной мощный индивид сможет выстрелить и, сказать, и получиться, и возникнет новый Менделеев, который, да, сказать, который сможет определить... Да, да. То есть человек крупного масштаба. И ведь все, что по экономике Менделеев сделал, все прахом пошло. Все это никому не нужно. Вот химический его закон, это осталось на века. А вот это нет. Почему? Да потому что, может быть, тогда вот ученые не видели, куда идет Россия. Не видели. И даже люди ведь не могли предположить, что там Ленин даже говорил, что за 2 недели до февральской революции, он говорит, я не доживу. А она вот здесь была уже, да. Мы не видим все эти движения, народные движения, мысли, к чему это может приводить. И они когда вот так вот возникают, они же все разрушают. Вот мы же привыкли считать революция. Да, революция, во-первых, бедствие, конечно. Но оно получается из предыдущего. Вот у нас в 91 году была революция. Это же бедствие колоссальное. А вы знаете, вот в связи с тем, что вы говорите, мне вспоминается интересное высказывание ученого, академика, так сказать, Льва Семеновича Берга. Он был до революции, он был ихтиолог, биолог, но он ввел новое понятие, о котором люди мало знают, номогенез. Номогенез. Что такое номогенез? Он считал, что теория Дарвина эволюционная неверна,
она, так сказать, является, так сказать, результатом умозрительных размышлений Дарвина, не экспериментально полученных, а умозрительных. Поэтому он противопоставил этому свою собственную теорию, свое видение развития видов. И он сказал тогда, что в сущности, если бы все виды развивались бы по Дарвину, то неизбежно в развитии любого вида в конце должен получиться человек. Потому что все идет по пути улучшения вида. Да, сказать. Поэтому в конце концов неизбежно возникнет человек, сказать, просто вершина развития. Но это не так. Да, это не так. Да, это не так. Но он, сказал одну интересную вещь, что любая особь развивается только и исключительно в соответствии с теми ресурсами, которые у нее есть. И как они соответствуют внешней среде. Верно, верно. Значит, получается, что если мы говорим про вот какую-то мощную личность а-ля Менделеев, да, сказать, и если мы хотели бы создать такую вот мощную личность, которая определяла бы цивилизационное развитие через введение новых каких-то теорий, мыслей, новых положений, трендов, тенденций, этот человек такой, по сути дела, должен быть таким вот энциклопедистом, который заключает в себе очень множество вещей. И математику, и гуманитарные науки, и культуру. Он должен являться таким вот цивилизационным лидером, который который видит действительно вот человечество, и культуру, и данный народ с разных сторон, и способен определить путь и направление. Такой визионер, такое есть слово сегодня, визионер. То есть визионеры в каком-то смысле они и определяют движение цивилизации. И если в том или ином обществе визионеров нет, то нужно об этом позаботиться. То есть, говоря, нужно позаботиться, чтобы создать условия для развития личности, творческого потенциала, разные же потенциалы в разных сферах. Вот это нужно сделать, тогда это появится. Я думаю, что могло появиться. Сейчас, я подчеркиваю, сейчас в нашей интеллектуальной, образовательной, научной среде такие условия сокращаются. Ну вот знаете, в Московском государственном университете, где я имею счастье уже преподавать, все-таки эти условия есть. Вот, между прочим, Московский университет – это особый же университет. В нем не работают, не управляют чиновники, ректор-академик. Да. Вот. И я смотрю, слава богу, потому что в конце концов все мы уходим. Мы все, в общем, в университете хотим, чтобы, как говорится, дай бог Виктору Антоновичу побольше здоровья. Хотя по норме вроде бы не принято, чтобы за 85 лет там, до 90 был ректором. Да, вроде, может быть, другим чем-то заняться. Вот. Но это я еще раз подчеркиваю. Наша среда, которая вот сейчас воспитывает людей, формирует молодежь, она антиинтеллектуальная. Она в основном направлена на то, что вот IT, вот давайте IT. Вот IT давайте, вот им зарплату повысим, это все повысим. А все остальное не нужно. Ведь все сферы надо развивать. А энергетику разве не надо? Разве без энергии мы смогли бы там прожить? А у нас сейчас в России, опять я уж конкретно иду, не слишком вообще, практически не сохранили научно-исследовательских и проектных институтов. Не сохранили. А стоимость электроэнергии у нас почти в 2 раза выше, чем в Америке по паритету, по отношению к ценам на другие товары. Хотя и в Америке у нас есть и нефть, и газ. Все есть. Нельзя только в одну. Давай грант дадим, вот это, а все остальное пусть будет в нищих. Гранты 20-30% должны быть от финансирования науки. А вообще, как наука должна развиваться в институте, это должен научный совет, руководитель института определять, чем заниматься, куда отправлять ресурсы. А это только корректировать гранты. Всегда так должно быть. А у нас сейчас вся в нищете, аспирантура в нищете, аспирант 8-9 тысяч получает. Иди грант. А грант он дается 10%. А все остальное, значит, да. Поэтому мы говорим о широте взглядах. Какой широта взглядов? Какая широта взглядов, вот когда вот эти вещи творятся у нас? Поэтому нельзя подменять вообще общие философские рассуждения, правильные и нужные, забывая о той конкретной ситуации, которая в нашем Отечестве сложилась. Вот это очень важно. Мне кажется, что мы пришли к очень интересному выводу в результате нашей беседы. Понимая задачу сохранения цивилизации или развития цивилизации, мы поняли, что, очень простой такой рецепт, что в центре цивилизации все равно стоит человек. Конечно, да. Стоит человек. Не какие-то системы, не какие-то отдельно взятые технологии, а стоит человек. Поэтому если в этом обществе сохраняется
условия для развития человека, наиболее широкого, для того, чтобы возникали визионеры, люди, которые мыслят широко, люди, которые могут сказать, работать в самых разных областях жизни и понимают сущность и гуманитарных наук, и технических наук, и математики. Такие люди, безусловно, являются столпами, опорами и светочами, так сказать, вот, цивилизационного развития. И в этом смысле и язык, и культура, и наука. Да. Более того, я даже скажу, как человек нерелигиозный, и религии должны. Конечно. Должны быть. Мы, нерелигиозные люди, не должны с пренебрежением относиться к религиозной части. Я же вам сказал, все равно упирается все в веру. Веру. Вот ты веришь так, веришь так. Может быть, это уже заложено в человеке, я не знаю, почему так. Наверняка. Вот. Но вот это тоже важно. Религиозная часть, религиозное воспитание, оно тоже важно, в общем, в нашей вот гармоничной цивилизации. Она тоже будет способствовать гармоничному развитию человека, то есть окружения, его цивилизации. Угу. Я еще раз, несмотря вот на наши общие такие рассуждения, бесспорные, главное сейчас главная боль, главный центр. У нас неблагополучие в Отечестве и во всей европейской цивилизации. Но в первую очередь в нашем Отечестве, в поддержке науки, в поддержке образования, в поддержке развития, ведь это в конце концов приводит и к технологическому развитию. Мы теряем и технологическое развитие. Мы ничего делать не умеем. Мы не сможем сделать те самолеты, которые нам сейчас нужны. Ведь это сейчас начинает все больше и больше понимать. Как восстановить вот это инженерное образование, инженерную сферу? Она у нас в ущербном состоянии. Нет инженеров в соответствующих специальностях. А образование в гуманитарной сфере, несмотря на всю его сложность и так далее, а воспитание, образование инженера – это очень сложная процедура, очень дорогая процедура. Вот это мы все упустили. Упустив технологическую свою мощь, мы потеряем все. Какие бы умные философы у нас не были, какие бы мы там не были, а вот если у нас не будет вот этого технологического совершенства, а это инженеры, то мы потеряем все. И Европа тоже терять начала. А мы впереди всех бежим, разрушая свою технологическую сферу. Ну, все-таки я надеюсь, что у нас есть историческая память, культурная память. Вот надежда умирает последней, я, конечно, с вами согласен. Но мы не должны кончить нашу беседу успокоительными такими словами. Это не успокоение сейчас нужно, а сейчас нужно серьезнейшее беспокойство. И это беспокойство мы должны довести до главы государства. Прекратить его похвальбу эту делать. Это всегда ущербно, это никому ничего не дает. Наша обязанность давить на верха. А как я могу давить? Ну, я должен среди тех, кого я работаю, я их просвещаю, я читаю им свои лекции по профессиональной. Надеюсь, что в конце концов это будет действовать и на верха. Потому что поэтому всегда виноват народ, в конце концов. Спасибо, Рубин Искандерович. Народ наш виноват. Спасибо, Рубин Искандерович. Интересные взгляды. Я уверен, что участники нашей конференции с удовольствием послушают нашу беседу и обсудят то, о чем мы с вами говорили в отдельных секциях. Будет, так сказать, повод для интересной дискуссии. Да, будет повод для возражений. Будет повод для обязательно, должны быть они. Да. Спасибо большое, Рубин Искандерович. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, уважаемые коллеги. Наша дискуссия с академиком Робертом Искандеровичем Нигматуллиным завершена. Надеюсь, вы найдете для себя повод для дальнейших мыслей. И это вас как-то мотивирует проводить исследования в соответствующем направлении. Спасибо. Спасибо.